Здравствуйте, друзья! Я вот опять стою на пересечении улиц Московская и Манаса. Про улицу Московскую у меня очень много сделано видеообзоров. Но вот сейчас я опять сделаю видеообзор улицы Московской до Калыка Киева. Немножко повторю, конечно, здесь это я все показывала уже. Это вот раньше здесь общежитие было. Техника на углу стоит. Здесь школа номер 13. Это я уже все показывала в другом видео. Видите, может даже обзоры лучше делать осенью, потому что осенью зелени поменьше. Сейчас все в зелени. Недаром всегда Фрунзе считался очень самым зеленым городом мира. Вот видите, все. Поток. Зелень, зелень, зелень. Ничего не видно. Одна зелень. Вот здесь тоже вот. Тут раньше техникум был. Сейчас лицей. Вот он. Это на углу проспекта Манаса, он Беленький бывший, и Московская. Так. Школа номер 13. Дальше идем. Да. Зелень, зелень, зелень. Все в деревьях. Вот что было здесь при Советском Союзе, я уже не помню. Ну а сейчас здесь Кыргызско-турецкий женский профессиональный лицей. Если кто помнит, может написать мне в комментариях. Ладно, двигаемся дальше. А напротив этого женского лицея вот 13-я школа. Вот она. Пройду я сегодня до улицы Калыка Киева. Меня попросили там один домик снять. Ну, постараюсь. В общем, я это сделаю. Значит, после этого лицея женского турецкого идет улица Табышалиева. Вот. И на углу Табышалиевой здесь находится мебель, дом мебели и спорттовары. Вот в этом магазине находились спорттовары раньше. Так. Школа номер 13 занимает очень большую территорию. Она идет от проспекта Манаса и почти до улицы Турузбекова. Улица Московская у нас всегда очень загружена машинами, автобусами. Очень. Мы здесь у нас все при Советском Союзе здесь находились спорттовары. Вот сейчас вот мебель. Так, еще что-то. Это все мебель. Напротив дома со спорттоварами тут биржу открыли и столовая. Так, дальше идем к улице Турузбекова. Это вот магазин спорттовары. Занимает такой вот небольшой уголок. Так. Вот. Спорттовары. Вот дошли до улицы Турузбекова. На улице Турузбекова знаменитый магазин «Охотник». Или рыбалка, так. Охотник, да. Так он и остался у нас.
погоду. Это вот улица Турузбекова. Смотрите, как она изменилась. Это в сторону линии улица. Вот. Если улица Турузбекова, она как была, так и осталась в том же виде. Все старые дома, которые были еще построены при Советском Союзе. Так. Вот такой домик старинный. Ну, об улице Московской у меня много видео, я много про нее рассказывала, что, когда и так далее. Вот. Когда дома были построены, двухэтажные, в каком году. Так что, если кому интересно, можете зайти на мой канал «Вторая Швейцария», поискать там мои видеообзоры об улице Московской. Сейчас просто мне повторяться уже не хочется. Так. Вот там домик. Вот этот домик. Вон тот вот серенький домик был построен Ифтаном. Может, кто-то жил, работал на Ифтане, жил в этом доме. Вот. Серый дом. Это Ифтановский дом. Он был сдан в 1993 году. Сейчас зайдем вот в этот проулочек. Вот в этот проулочек. Вот он, Ифтановский дом. Просто почему я захожу сюда, может кто-то помнит, что здесь было. Вот. И что сейчас стало, покажу. Так. Значит, вот здесь вот был садик детский. Просто шикарный садик детский. Он утопал в зелени и в цветах. Большой, огромный садик. Шикарный садик. Еще раз говорю, он утопал в зелени, в цветах. Тут была шикарная ива. Ну вот, садик этот вот ликвидировали. И построили вот такие многоэтажки. Вот. Здесь у нас еще канадское представительство. Вот в этом доме Ифтановском. Угу. Ну все, пойдем дальше по улице Московской. Ну вот, вышли из этого проулка. Идем дальше по улице Московской. Видите, все дома остались. В общем, тут, можно сказать, старинный город Фрунзе сохранился. Вся улица Московская утопает в зелени. И стоят старинные дома. А ищем, друзья, мы дом 206. Попросил вот детский садик. Этот остался в целостности, в сохранности. Так. Так. Угу. А дом номер 206.
на углу Московской Калыкакиева попросил снять меня мой подписчик. Вот я и его ищу. Так. Вот 197-й. Значит, надо на ту сторону надо, на ту. Угу. Ладно, тогда будем смотреть на той стороне нумерацию домов. Вот, дошли до улицы. Это бывшая, да, Свердлова. Да, Свердлова. Улицу Свердлова я всю сняла от улицы Московской и до проспекта Жбек-Джулу. У меня есть видео про улицу Свердлова. Сейчас она у Маталия. Так, идем дальше. Это 201. На той стороне я вот никак не вижу нумерацию домов. Так. Вот в этом доме 203 по улице Московской милиция. Она и сейчас милиция находится этого района. Так. Ну, в общем, ищем дом 206. О, мне долго еще идти. Вот это дом напротив милиции 194. Улица Московская, 194. Пешеходные дорожки тут, конечно, зашибись. Нужно внимательно следить, смотреть под ноги. Так. Вот. Так. Это дом 205. Возле милиции, который находится. И здесь у нас площадка детская. И там. Вот это улица Калыкакиева, по-моему, сейчас мы посмотрим. Это Калыкакиева, да? Калыкакиева дальше. Спасибо. А это проулок как называется? Не знаете? Спасибо. Не знаю, он какой проулок. Это я тоже не знаю. Это ж улица Тимирязева. Стою, главное дело, на доме написано, что это улица Тимирязева. Вот улица Тимирязева. Вот так. Вот она, улочка Тимирязева, она тоже не изменилась. Такая же осталась. Ну, в общем, вот эта часть города, конкретно улицы Московской, от проспекта Манаса, она осталась такой же. Это старый город Фрунзе. Вот тоже садик сохранился. Так, друзья, я ничего не поняла. Какие-то тут, наверное, изменения прошли. Вот этот домик 200, где сейчас вот посольство находится, 210. А этот домик 208. А где же 206 тогда? Сейчас поищу. Может, его снесли? Вот смотрите, что-то снесли, вот здесь будут строить. Но это не на пересечении улицы Калыкакиева и Московской. Это пересечение улицы Тимирязева и Московская. Ну, сейчас пойду посмотрю. 206 дом. Так, смотрите, как интересно. Это дом 194. Вот он. Да? Вот этот здесь, по идее, должен 196 стоять. Его нет. Здесь будут что-то строить. И сразу вот
за этим домом, ну то есть не домом, а новостройки, находится дом 208. Я что-то в шоке. А где остальные дома? Исчезли туда, по улице Московской. Тимирязева. Дорогой друг, дом 206 я не могу найти. Да, это удивительно. Вот этот дом 194, улица Московская. Здесь я даже не помню, что тут было раньше. Сейчас строят что-то. Из Тимирязева проходим, и там уже дом 208. А где серия домов? Да, загадочка. В общем, я стою во дворе этого дома 194. Сейчас женщина идет, я спрошу, может, она знает 206 где. И по карте поискать. Да, но я ж не думала, что по карте-то. Я думала, да, выйду, да, приду, найду. Серия домов исчезла, местные жители ничего не знают. Сами в шоке, затылок чешут. Как говорят, не знаем. Так, ладно, пройдем дальше. Потом, может быть, да, на карте поищу. Может быть, найду этот дом 206. Тогда специально приду и сниму только дом. Ну, я хотела вот улицу показать, дойти до этого дома. Но, к сожалению, дом я не могу найти. Вот такие дела, такие пироги. Вот здесь, значит, какая-то новостройка. Тимирязеву проходим. Так. Это вот кафешка «Пристань», 208 имеет. Московская 208. Дальше за пристанью идет белорусское посольство. Вот видите, Московская 208. Из магазина «Азамат». Так, вот белорусское посольство. Белорусское посольство — это 210 номер. Вот здесь вот у нас дом новый построили. На улице Московской. Вот это у нас прокуратура районная. Вот это вот. Так. Ну, доходим до Калыка Киева, но дома вот прокуратура 222. Вот здесь вот, да, немножко разбавили старого города Фрунзе новыми домами. Так. Но дома 206 я, к сожалению, найти не могу. Я не знаю, вы будете смотреть это видео, нет. Может быть, я ошиблась, может быть, вы ошиблись, но 206-го дома я не нашла. Я видео сделаю только вот 214, но это абсолютно вот новый дом, новая постройка. Вот. И вот улица Калыка Киева. Если бы сказать, что дом номер 260, то он никак. Если вот он 214 стоит на углу Калыка Киева и Московской. Вот. Ага. А здесь на углу стоит 209 дом Калыка Киева и Московская. А тот дом 217 вроде написано. Да, нормально. 209, дом 17. Интересно. Ну вот, друзья, показала вам улицу Московскую еще раз. Но уже другой, как
строится отрезок Московской от проспекта Манаса до улицы Калыка-Киева. Вот Калыка-Киева. Вот это 209 дом. Ой. Вот оно. Может, не 206, а 209. Он стоит на углу, конкретно на углу улицы Московской и Калыка-Киева. Ну все, всем пока-пока, спасибо за просмотр.